Запланирована реорганизация учреждений здравоохранения путем присоединения ЦСМ к территориальным больницам, слияние групп семейных врачей, стоматологических поликлиник и других медицинских организаций. Также будут реорганизованы районные и городские центры профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора посредством создания межрайонных центров. В рамках плана мероприятия планируется проведение реорганизации организации здравоохранения путем слияния, присоединения территориальных центров семейной медицины с территориальными больницами, группой семейных врачей и стоматологических поликлиник. Аналогичным образом будут реорганизованы районные и городские СПС ГСН посредством создания межрайонных СПС и ГСН путем слияния территориальных центров госсанэпиднадзора. По словам министра, меры позволят оптимизировать распределение и использование кадровых, финансовых и материальных ресурсов на всех уровнях системы здравоохранения. Министр заверил, что ни один из практикующих медиков не останется без работы, а сокращение коснется только административно-управленческого аппарата. Мы ожидаем, при проведении такой работы будут достигнуты такие результаты, как обеспечение преемственности как для амбулаторных, для и стационарных служб. Укрепление потенциала и доступности организаций здравоохранения, способных реагировать на потребности пациентов с учетом демографических и эпидемиологических тенденций. Оптимизация распределения и использования кадровых, финансовых и материальных ресурсов на всех уровнях системы здравоохранения. Между тем, эксперты отмечают, что подобная оптимизация приведет к ослаблению первичной медико-санитарной помощи. Так, в других странах, наоборот, идет усиление и укрепление, потому что практика показывает, что первичная медико-санитарная помощь решает 80-85% проблем, связанных со здоровьем. Голова заболит, у нас не к семейным врачу идут, а к невропатологу идут. Живот заболит, у нас идут к гастроэнтерологу. Вот. Сердце заболит или не сердце, он не знает, сердце или грудная клетка, больной не знает, он предполагает, что это сердце. А боль в грудной клетке может быть причиной очень многих других заболеваний органов. Поэтому семейная медицина как самая рентабельная, то есть самая экономически эффективная, была признана во всем мире. По словам специалиста по доказательной медицине Бермет Бартабасовой, во время эпидемии, бреши в системе здравоохранения показали, какие есть дефициты, что было неправильно, что было упущено и привело к большим негативным последствиям. Реформы, которые шли на протяжении 30 лет, неплохо реализовывались, а сейчас наступил полный паралич, так как на самом деле цель всей системы здравоохранения – это какие бы времена ни были, будь то ЧС или мирное время, то должен быть обеспечен доступ к медицинской помощи. В целом всем и каждому. Сейчас же идет перетягивание одеяла с одного уровня на другой. Так, естественно, к системе относиться нельзя. Она таких ошибок не простит. И первым пострадает население. Просто тот доступ к базовым медицинским услугам, он будет еще более усложнен. На самом деле здесь каждый должен быть на своем месте. Отметим, по законодательству в Кыргызстане различают организации здравоохранения первичного, вторичного и третичного уровней. Их объединение приведет к полному коллапсу системы здравоохранения, считают специалисты. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.